Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Исполняющий обязанности президента Марат Камбулов пообщался с ветеранами чрезвычайного ведомства республики. Конкурс на лучший осетинский пирог. Фестиваль «Три пирога» объединил более 4000 жителей и гостей республики. Дисциплина – главный критерий для сотрудника. На базе Центра профессиональной подготовки МВД Республики проходит курс молодого бойца. Исполняющий обязанности президента Марат Камбулов провел встречу с ветеранами чрезвычайного ведомства республики. В центре внимания сторон актуальный вопрос. Сотрудники, отдавшие службе в МЧС многие годы, при выходе на пенсию до сих пор не получили положенные им по закону выплаты. Тему продолжит Яна Плиева. Сегодня исполняющий обязанности президента Марат Камбулов встретился с ветеранами МЧС. Речь шла о проблеме, которая тянется уже не первый год. Люди, отдавшие службе многие годы, до сих пор не получили положенные им выплаты при выходе на пенсию. Проблема у нас в том, что люди, уволившиеся из Министерства по чрезвычайным ситуациям на пенсию, не могут за последнее время получить свои единовременные выплаты. Им говорили, что до Нового года с ними расплатятся. Лето люди возмущены, что не выполняются обещания. За каждым таким случаем конкретный человек. Кто-то десятилетиями выезжал на пожары, аварии, поисковые операции, работал там, где счет порой шел на минуты и где цена ошибки – человеческая жизнь. Сейчас же эти люди вынуждены ждать того, что государство им гарантировало. Так быть не должно. Разберемся, почему проблема не решалась годами, и найдем механизм, чтобы закрыть накопившийся вопрос, подчеркнул в разговоре с ветеранами МЧС Марат Камбулов. Проблема у нас не только с МЧС. Вот куда ни посмотришь, везде проблема. То, что вам было обещано к Новому году, постараемся к этому Новому году решить этот вопрос. Постараемся. Я приложу все усилия. Все, что касается других проблем МЧС, я их тоже знаю. Мы ими будем заниматься, начиная от маленьких вопросов, заканчивая, я для себя вижу большим, тяжелым вопросом, это переселение тех семей, которые живут у вас там на площадке. А большую встречу с МЧС России нужно подготовить, и я вам окажу содействие в этой части тоже. Необходимо выстроить систему таким образом, чтобы завтра новый пенсионер Министерства чрезвычайных ситуаций не оказался в той же ситуации. Уважение к человеку, который служил своей стране, измеряется прежде всего тем, выполняет ли страна свои обязательства перед ним. Это вопрос справедливости и доверия государству, заключил исполняющий обязанности президента Марат Камбулов. Яна Плиева, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. На Театральной площади в субботу прошел масштабный фестиваль «Три пирога». Районы республики и Цхинвал представили свои подворья. Гости могли не только оценить блюда осетинской кухни, но и ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного искусства. Эльвира Тибилова пообщалась с гостями фестиваля. Накануне Театральная площадь Цхинвала превратилась в центр притяжения. Республиканский фестиваль «Три пирога» объединил более 4000 жителей и гостей Южной Осетии. Главным событием дня стал конкурс на лучший осетинский пирог. Мастера национальной кухни со всех районов республики и столицы соревновались в кулинарном мастерстве. Разделить праздник приехали и наши коллеги, журналисты национальной телекомпании Северной Осетии «Осетия и Рестон». Тынфази мажардама авонамс фестиваль фетонуй сцены хаштаг дарна судашт алкедер фанти бакашин вот харинак такрар гонкотте мас бахарны фадат кфаси вот авал дайдишак юлдар ми булта хутыш синкотте мамагашка чи балакат кота бондонан шасарам бомбирандар умевал дайма бони сузаган. Приехала я сюда на пару дней, и мне посчастливилось стать частью этого праздника, этого фестиваля. Мы попробовали пироги из разных районов, правда, все очень вкусные. Атмосфера такая положительная, доброжелательная, очень приятно. Мы надеемся, что в дальнейшем и районы Северной Осетии будут представлены на этом фестивале, и еще больше людей смогут объединиться в этой праздничной атмосфере.
Атмосфера праздника была по-настоящему семейной. На фестиваль целыми поколениями приезжали жители всех районов республики. Люди общались, танцевали и угощали друг друга национальными блюдами. Праздник был очень хорошо организован, очень вкусно приготовили. سوق برزود در ستر برک بنو زخت زگا پسا خاطر ازم نه سرم بودم یوریانا دم یول در آزه من خوشدار سرازوی سپتن در مزار در زگا اوچه ننی زینات آموند و قصدک زینات ما بیره فسرو. Главным сюрпризом для посетителей фестиваля стали гигантские пироги диаметром 120 сантиметров. Кроме того, для молодежи были организованы национальные игры и спортивные состязания. В рамках фестиваля состоялся большой концерт с участием приглашенных звезд российской и юго-осетинской эстрады. С большими овациями жители встретили выступление Родиона Газманова. Завершился фестиваль исполнением народных осетинских танцев. Таким образом, фестиваль «Три пирога» стал не просто праздником еды, а настоящим торжеством единства, культуры и гостеприимства. Организаторами мероприятия выступили администрация президента и Министерство культуры республики. Эльвира Тепилова, Рауль Кочев, Альдина Чхоева. Информационный выпуск сегодня. Дисциплина – главный принцип для защитника правопорядка. На базе Центра профессиональной подготовки МВД Республики проходит курс молодого бойца. Это главный этап для ребят. Он помогает вчерашним школьникам привыкнуть к специфике службы и закладывает фундамент для дальнейшего обучения. Как проходит курс, проверила наша съемочная группа. Дисциплина – главный критерий для сотрудника органов внутренних дел. С этих слов начинает свою лекцию начальник управления по работе с личным составом Замбулат Засеев. На базе Центра профессиональной подготовки МВД Республики проходит курс молодого бойца. Уже неделю утро 30 курсантов начинается со строевой подготовки. Под руководством опытных инструкторов ребята оттачивают каждое движение от правильного положения рук до четкого темпа и размера шага. После интенсивных практических занятий курсанты переходят к изучению теории. Я больше чем уверен, что вы уже прочувствовали на себе, что кто такой сотрудник органов внутренних дел, чем он непосредственно занимается, что он из себя олицетворяет, какие есть уже обязанности, права, соответственно, да, и ограничения. Курсанты, успешно прошедшие вступительные испытания, зачислены в образовательные учреждения МВД России. Это Нижегородская академия МВД России, Краснодарский университет МВД России, Орловский юридический институт имени Лукьянова МВД России и, соответственно, Московский университет МВД России. Вот, по различным специальностям. Это в основе своей правовое обеспечение национальной безопасности, компьютерная безопасность, специальные радиотехнические системы и экономическая безопасность. Впереди у ребят насыщенный месяц. Им предстоит освоить основы этики, психологии и правовые аспекты службы в органах внутренних дел, а также пройти строевую, огневую и физическую подготовку. Курс молодого бойца будет проходить порядка месяца. Соответственно, с ними будут работать наиболее подготовленные сотрудники по таким различным направлениям, как строевая подготовка, огневая подготовка, правовая подготовка и повышение уровня физической подготовки. Курсант Стелла Лалиева давно решила поступить в вуз МВД и заранее начала готовиться к экзаменам. Для нее это не просто выбор профессии, а продолжение семейной традиции. Девушка мечтает пойти по стопам отца и служить Отечеству. Фадан футжагам школа. Мама гацлайфас намафандедис споступот каннин ведима митахайма мафуттар шаргашарамбунт кусаум. Мамандаря хохолфандедиошан. Маман бонтастис манов статтен кай сохор канджанджабах. Еще один выпускник Цхинвальской школы номер 5 Арсамак Загоев осуществил свою детскую мечту, став студентом одного из самых престижных ведомственных вузов страны. Программа фантазии поступает к нам видимо, поступает к тому Волгоградской академии видимо. Азар дамаша, нагусь молодого бойца,
ма нохортам шатти ошавдастам куфам вадма фанды фастарыз дахын ма он кусен дорттар. Курс молодого бойца – важный этап адаптации. Он помогает вчерашним школьникам привыкнуть к специфике службы и закладывает фундамент для дальнейшего обучения. На занятиях по огневой подготовке преподаватели уделяют ровное внимание теории и практике. Прежде чем получить допуск к оружию, курсанты досконально изучают меры безопасности, а затем приступают к знакомству с автоматом Калашникова и пистолетом Макарова. Параллельно идет физическая подготовка. На стадионе под руководством опытных сотрудников МВД ребята выполняют комплекс упражнений, которые являются обязательными для служебно-боевой подготовки будущих офицеров. Анжела Кокоева, Регина Черткоева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Проливные дожди затруднили путь к селу Сохта в Дзавском районе. Целый километр дороги оказался непроходимым. В районной администрации нашей съемочной группе по данному вопросу разъяснили, что неблагоприятные погодные условия и частые поломки техники задерживали своевременный ремонт. Однако работы начнутся уже на этой неделе. Проливные дожди затруднили путь к селу Сохта в Дзавском районе. Из-за размыва грунта и деформации полотна дорога превратилась в полосу препятствий. По словам местного жителя Нудара Устаева, даже внедорожники с трудом проезжают тернистый путь, а легковые автомобили и вовсе рискуют остаться на обочине. من ماش دانستم بودم من دو شاخ مناس کتی وشه هفشرانه رایون تکنیکا نه من نیو تکنیکاش خاص رازایی تکنیکا وادیش ساگنیش ساراجیز پل در خلد ویم باید آفته هن ورتا ورجا کدرایدت ورجا گایم او من آفته. Проблемный участок растянулся на километр. Несмотря на то, что в селе есть все коммуникации, свет и вода, отсутствие нормального проезда делает жизнь людей невыносимой. Даже родственники, которые хотят навестить близких, вынуждены преодолевать серьезные трудности, чтобы добраться до села. Просто قوم آلغز تکن و ساراز نه کنه گم شرق نالی آش قومی دگودی تمسش خجار راز در آب ماجی من اولی زواین زمک دوینج سرد چی دتر باشه مدل بنای تایی شپور خجار دونه دری اون نوی دراشم بوده تا خجار نمادو تا خجار ماجی بازالی تمسش خجاره. Наша съемочная группа обратилась в районную администрацию по данному вопросу. Там пояснили, что неблагоприятные погодные условия и частые поломки техники задерживали своевременный ремонт. Однако, как нам сообщили, работы начнутся уже на этой неделе. Сейчас дорожные бригады заняты в селе Котанто. Производится отсыпка и утрамбовка дорожного полотна горным материалом. Как только работы на этом участке завершатся, технику перебросят в Сохта. Хотя погодные условия не позволяли. Тынкавдата нам здесь. Фандакта фалосто имел. Первоочередная задача наша была в поселке сперва справиться с улицами. Мосты их остата уже охизан карта. Ерный розам Кутонтума, Кутонты фастарохижистам Сухта. Это практически одна и та же дорога, просто уже ответвление из Мясородчеста. А уже Фандокдар. Ранее коммунальные службы администрации Дзавского района привели в порядок подъезд к селу Чейсилд. В администрации заверяют, все поврежденные участки в районе будут восстановлены. Главное – обеспечить бесперебойную работу техники. Анжела Кокоева, Аида Кочиева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Традиционный турнир по шахматам в Дзавском районе в этом году собрал 7 команд, участников из мужских и женских игроков. Спортивное мероприятие состоялось при поддержке нашего соотечественника, предпринимателя Ростислава Хугаева. По итогам напряженных партий определились призеры. В живописном Дзавском районе в селе Ходзе стало доброй традицией проведения турнира по шахматам в честь автора Остинской энциклопедии Осетия Ясидийный, лауреат Остинской премии «Яблоко нартов» Казбека Челихсата. Событие, ставшее настоящим праздником интеллектуального спорта, привлекло игроков самых разных возрастов, демонстрируя, что шахматы не знают границ. Osh turnir vem boyda alazda Iran farunoz navedis ala alazdaray arazım boydan maja zdar khayat alazdarism boydan Osh чужая команда Белиладжа Казан ма фандана ма призовой бенател рассчитывать к нам.
На игровых столах развернулась напряженная борьба между как мужскими, так и женскими командами, каждая из которых стремилась продемонстрировать свои стратегические навыки и остроту ума. Турнир проходит при поддержке нашего земляка-предпринимателя Ростислава Хугаева, чье участие обеспечивает необходимую материальную базу и способствует развитию шахматного спорта в районе. Ирина будет то Орозен Хогот Ростислав Самороя я финансировал кане бохос канам будет шоу фарастай ме хофта обуниум хофта вожам хошет. По словам Георгия Шавлохова, федерация всецело поддерживает организаторов турнира. Подобный симбиоз усилий помогает не только проводить яркие соревнования, но и популяризировать шахматы, прививая интерес к интеллектуальному спорту как молодежи, так и взрослым. Традиционный турнир шударас тагнавдис матойран навагай будет томайожен федерация дархасканы я оложен офт командоман коза еще взунг фасиват еще район тай командота ма Гундастан Кучава на Ирас на фестивале Митен Хорзу Охан Иттанам Кейс ма федерация я хино мажор ма Охан Баттактан Ахоскан Джиния Буншу Витхема район Шамай Решава культурный спортивный Решава Витен Хорзу. По итогам напряженных партий определились призеры. Победу одержала команда ЮОГУ, объединившая студентов и преподавателей. Второе место заняли опытные ветераны, а замкнула тройку лидеров шахматная школа «Белая ладья». Как отметил президент Федерации шахмат, в этом году эстафету турниров примут поселок Дзау, а также села Хитагурова и Цинагар. Яна Приева, Оксана Джуева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 30, ночью 19 градусов тепла. В Цавском районе днем плюс 28, ночью плюс 18. В городе Квайса днем 26 градусов тепла, ночью плюс 15. В Лениногорском районе днем плюс 29, ночью плюс 20. В столице республики в Цхинвале днем 30 градусов тепла, ночью плюс 20. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.